Перед началом данного ролика хочу передать привет Ильдару Гасанову, а также Артему Сусоеву. Огромное спасибо, что смотрите мои ролики, а теперь приступим к видео. Приятного просмотра. Всем привет, у микрофона Fox, и это довольно нестандартное видео для моего канала. В этом ролике будет затронуто довольно много тем, о которых я постараюсь максимально вам рассказать. Ну что же, начнем. Первая затронутая мною тема будет посвящена Amazing. Каким же образом этот сервер поднялся среди других проектов? Я являюсь довольно старым игроком этого сервера, поэтому видел, как этот сервер продвигался вверх по карьерной лестнице, а также как он крушился на глазах игроков. На дворе был 2015 год, листаю списки серверов в надежде найти хоть какой-то хороший проект. Мне попался незаметный сервер с онлайном в 50 человек под названием Amazing RP. Зайдя на сервер, увидя пустые улицы и очень маленькое количество игроков, я решил сразу же выйти, ибо ничего прогрессивного я не увидел. Пройдя пару недель, мне вновь попался тот самый сервер с тем же количеством человек. Я решил снова туда зайти и немножко поиграть. Сперва я побежал на грузчики, отыграв пару часов на сервере, получив свои первые деньги за работу, я удивился этой экономике. Мне заплатили довольно много денег. Посмотрев, какие же тут цены на транспорт, я удивился, ибо никакого труда заработать на транспортные средства особо не надо. С каждым днем сервер поднимался вверх, а с ним поднимался РП на сервере. Каждый новый игрок максимально отыгрывал РП, от остановок на светофоре до отыгровки РП ситуации. При этом администрации не приходилось заставлять их это делать, все делалось добровольно. Спустя некоторое время я получил второй уровень, естественно пошел работать на водолазы. Зарплата меня еще больше удивила. В день упорного задротства я зарабатывал до 100 тысяч. После купил первую машину ВАЗ-2107. Все было настолько хорошо и беззаботно, что этому наступил конец. Сервер довольно хорошо поднялся, количество достигало 100 человек, проект довольно хорошо выделялся среди других, поэтому привлек на себя DOS-атаки и еще много всякого добра. Сервер перезагружался и крашил каждые 2 минуты. Работать, а также просто-напросто поиграть никак не удавалось. Со стороны администрации была лишь моральная поддержка, никаких действий на решение данной проблемы они не выдвигали, игрокам приходилось просто терпеть это и ждать. При всем этом игроков на сервере ставало все больше и больше, их количество достигло 150 человек, но DOS-атаки не прекращались, а иногда даже усиливались. Сервер отключался на час, а то и больше. Естественно, никто этого терпеть не стал, количество игроков упало до 80 человек, а то и меньше. Администрация, видя это, начала принимать какие-то действия, но они были безуспешными. Сервер работал нормально, максимум 1 день, после атаки продолжались. Администрации пришлось закрыть сервер на неделю или же чуть больше, я уже особо не припоминаю, объяснив это работами над сервером и его защитой. Спустя эту неделю сервер открыли для доступа, и в первый день он начал крашить и вновь закрылся. На этом мое терпение и уважение к этому проекту вовсе пропало. Так же, как и у других игроков, проект закрылся. По поводу открытия сервера новостей не было. Кипиш над проектом постепенно начал стихать, а с ним количество активных игроков исчезало. Проект потерял большую часть своей аудитории. Надежды на то, что он вообще когда-то запустится, у меня уже не было. Мне лишь оставалось просто забыть о нем и прекратить свою игру. Зайдя последний раз в официальную группу проекта Amazing RP, никакой надежды на возобновление работы сервера я не увидел, да и активности там вообще не было, игроки разбежались кто куда. Мне лишь оставалось отписаться от ихнего сообщества, что я и сделал. Спустя полгода, или же немного больше, я наткнулся на одно видео на ютубе. Снимал его один известный человек в этой сфере.
который рассказывал о сервере, об его преимуществах. Я подумал, что он же закрылся, как он там играет. Зайдя в группу проекта, я увидел, что он работает в полную силу, а также администрация открыла еще один сервер. На то время их было уже 2. Количество игроков на обоих серверах достигало 500 человек. Проект развивался с каждым днем. Я решил вновь, так скажем, вспомнить былые времена, начал играть там и развиваться вместе с проектом. Играю на нем, я заметил, что что-то исчезло, а исчезло на проекте РП. Теперь добровольно его никто не отыгрывал, все делалось принудительно. На данный момент ничего не изменилось. Хочу вам сказать, что эти перемены пагубно повлияли на проект. Исчезло то, что делало его уникальным, и это обидно. Надеюсь, РП вернется. А на этом у меня все. Если вам понравилась данная рубрика, в которой я что-то рассказываю, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.